В прямом эфире новости, в студии Сергей Михедов. Здравствуйте. В Якутии завершился второй день голосования. Выборы в этом году как никогда насыщенные. Они длятся 3 дня. В целом избирателям республики предстоит сделать выбор в пользу того или иного кандидата на 806 избирательных участках, из которых 129 находятся в столице. Наш корреспондент побывала на нескольких участках. Об этом смотрите в сюжете. Первые 2 дня голосования в избирательной комиссии номер 789 прошли в штатном режиме. Там из почти 2500 привязанных к участку избирателей проголосовало 840 человек, что составило более 34% из общего числа избирателей. К счастью, нарушений и жалоб не зафиксировано на нашем избирательном участке. За частотой голосования следят наблюдатели, а также у нас ведется круглосуточная видеофиксация. Избиратели, не имеющие возможности посетить участок лично, смогли воспользоваться правом на выездное голосование. Хотелось бы отметить, что у нас был адрес, где проголосовал мужчина 94 года, что очень похвально. Следующим пунктом назначения нашей съемочной группы стала участковая избирательная комиссия номер 691, которая расположилась в Арктическом государственном агротехнологическом университете. К нему территориально привязаны 2121 избиратель, из которых большинство – студенты. И, как выяснилось, они решили успеть проголосовать после пар, чтобы не приходить на учебу и в воскресенье. Вчера немножко была толкучка. Студентов тоже можно понять, потому что они пришли в одно время после занятия. После второй пары там накопилось очень много народу. И после третьей пары, да, они, конечно, их можно понять, потому что они не хотят 2 раза приходить в учебное здание. Вчера у нас был большой ажиотаж, было много студентов. Сегодня стало немножко потише, поспокойнее. А так впускают, конечно, там по 2-3 человека, чтобы стояли тут, как-то по мере допустимости, и все. Проголосовать на выборах – это гражданский долг каждого гражданина Российской Федерации, считает каждый, кто, несмотря на непогоду, пришел в эти дни на выборы. Мы, предприниматели, всегда зависим от тех законов, которые принимаются. Поэтому для нас это первостепенная задача – прийти и проголосовать. Поэтому прошу прийти на участки и проголосовать. Это наше будущее. Выборы в Якутии вышли на финишную прямую. Остался 1 день, чтобы отдать свой голос за того, кто будет управлять регионом в последующие 5 лет, а также избрать депутатов Государственного собрания Ильтюмен 7-го созыва. В 9 районах выберут глав районов и депутатов представительных органов районов и поселений. Мария Кардашевская, Иван Сорокаумов, Семен Семенов, Якутск. Нарушений за первые 2 дня выборов не выявлено. Напомним, за процессом выборов внимательно следят общественные наблюдатели. Для них введен единый стандарт. Подробности в сюжете. При подсчете голосов письменные принадлежности должны будут быть только у председателей и секретарей избирательных комиссий. Неиспользованные бюллетени будут погашены. Свои замечания независимые наблюдатели могут направлять в российский НОМ. НОМ – это независимый общественный мониторинг. Находится это в Москве структура. И, конечно, она имеет прямые связи с нашими наблюдателями, с нашими бригадирами. Есть у нас некоторые замечания. Например, там бывают люди, находящиеся в зале, там, где идет голосование, приходят в форме, со значками тех или иных партий. А для наблюдатели – это очень ограниченные действия. Так нельзя поступать, например. Да? Такой возник вопрос, что должен делать наблюдатель, если избиратель испортит бюллетень. На самом деле это действие самой участковой комиссии. Любой избиратель может вновь обратиться в участковую комиссию и получить новый бюллетень. А наши специалисты, они просто это фиксируют, что был ли акт составлен, погашен ли тот бюллетень. Если сейчас бюллетени печатаются централизованно через ЦИК, 90 лет назад на местах в улусах. Из архивной справки прокурору типография, которую направили в Сунтар перед выборами в Верховный Совет СССР 1937 года, была доставлена без 2 болтов. Тогда избирателей, имеющих право голосовать, было свыше 23 тысяч. С тех пор голосующих на выборах в Якутии увеличилось в 29 раз. В Анабарском улусе 100% проголосовали работники музея, ДШИ, УСХ, РЭС, ДЭС. Старшее поколение привыкло по старинке голосовать в воскресенье, сообщают наблюдатели из Соскылаха.
Настроение у людей после дождливых дней бодрое, с желанием идут голосовать в солнечный день. А вот в селе Харинцы Алекминского района сегодня перед непогодой дружно собрали урожай. Помогали школьники. Избирательная культура тоже воспитывается с юности. Я вообще человек сам позитивный, поэтому я хочу, чтобы люди меньше думали про негативы. Я даже привлекла свою дочь. Она нынче закончила 11 класс, да? И я ее даже записала наблюдателем. Обученные общественные наблюдатели будут работать на предстоящих в следующем году выборах президента страны. Валерия Дрехинская, Якутск. Между тем, общественники Якутии одними из первых отправились на избирательные участки. Выборы – это важнейшее мероприятие, от него напрямую зависит жизнь нашей республики в ближайшие годы. И сделать свой выбор просто необходимо. Одна из самых главных причин, почему мы каждый раз приходим на выборы, это реализация голоса данной Конституции Российской Федерации, которая дает нам возможность принять участие в управлении городом, республикой, страной. Так что всех призываю прийти на выборы, голосовать за стабильное развитие нашей страны. Каждому из нас Конституция нашей страны дает право голоса. Имея право голоса, мы можем влиять на судьбу нашей страны, можно сказать, влиять на процесс управления государством и определять наше будущее. Голосуя, мы проявляем единство, сплоченность, мы показываем, что судьба Отечества для нас не безразлична. И особенно это важно в такие дни, в такие годы, когда на нашу страну оказывается такое беспрецедентное давление. И я призываю всех приходить на участки для голосования, проявлять свою гражданскую позицию, тем более сейчас, благодаря тем множествам, которые были введены, у нас целых 3 дня есть на голосование, и можно вполне в удобное для себя время прийти и проголосовать. Напомним, завтра граждане, изъявившие желание отдать свой голос, смогут также обратиться в избирательный участок по месту жительства. Например, на избирательном участке в детской школе искусств Якутска, по уточненным данным, 1934 избирателя. По данным на 14 часов из них проголосовали 26%. По состоянию на 2 часа сегодняшнего всего проголосовало 515 человек. Всего избирателей у нас на нашем участке 1934. Ожидаем явку, у нас средняя, но ожидаем более высокий поток людей и завтрашний день тоже. То есть люди активные, интерес выборов тоже имеется. Второй день выборов завершился и в Нерюнгринском районе. Для жителей открыли свои двери 32 участковые избирательные комиссии. На одном из избирательных участков работал наш коллега Иван Лазаренко. Выборы главы Якутии, депутатов Государственного собрания Ил-Тумен и депутатов районного совета проходят в эти дни в Нерюнгринском районе. Несмотря на дождливую погоду, на избирательных участках отмечается высокая активность. Голосование проходит спокойно, люди идут. Бывает затишье, бывает, что очень много людей приходят. Поэтому настроение у людей, как обычно, нормальное настроение. Выходной день сегодня, все приходят. 2 дня люди идут, голосуют. Выборы – это одно из важнейших событий в политической жизни. Ведь идет голосование за благополучие и дальнейшее развитие Нерюнгринского района. На выборы хожу всегда. Это ответственность каждого гражданина нашей страны – сделать свой выбор. Будущее Якутии, безусловно, зависит от каждого избирательного голоса. Центр избирком призывает всех якутян принять активное участие в выборах 2023 года. Иван Лазаренко, Захар Головин, Нерюнгри. Ну а в эти минуты закрывают избирательные участки после второго дня голосования в Якутске. В Центральной избирательной комиссии находится наш корреспондент Мария Кардашевская и готова озвучить некоторые подробности. Мария, приветствую. Тебе слово. Приветствую, Сергей. В самом большом регионе страны, в котором проживает 1 миллион жителей, по данным Центральной избирательной комиссии республики, зарегистрировано 646 089 избирателей. Из них 4600 человек проголосовали досрочно. Хочу напомнить, что в этом году выборы многоуровневые. Избирателям предстоит выбрать не только главу республики на предстоящие 5 лет, но и депутатов 7-го созыва Госсобрания Ил-Тюмень, а также проводят выборы муниципального уровня. Мы попросили рассказать об актуальных данных председателя
председателя Центральной комиссии Евгения Федорова. Расскажите нам, пожалуйста, как проходит голосование. Добрый вечер, уважаемые телезрители. Только что наши избирательные участковые комиссии завершили второй день голосования. Ровно в 8 часов закрыли свои избирательные участки. По оперативным данным, по состоянию на 20:00 9 сегодняшнего числа проголосовало 222 015 человек, что составляет 34,36% избирателей нашей республики. Грубых нарушений избирательного законодательства нет. Есть обращения, жалобы отдельных избирателей, кандидатов, избирательных объединений, которые оперативно решаются, отдаются ответ. А расскажите еще, пожалуйста, по каким часам вам поступают обновленные данные? Ну вот в течение 2 дней мы работали по графику 15:00, 20:00. Мы эти данные отправляем в Москву. Идет полная обработка всех избирательных кампаний нашей страны. С завтрашнего дня мы приступим к другому графику. В 10, 12, 15, 16, 18 вернее. И 20:00 мы завершим голосование на данных выборах. Ну а как вы в целом отмечаете настроение избирателей? Но настроение избирателей приподнятое, очень торжественно. С этой точки зрения мы в своих информационных ресурсах об этом пытаемся рассказать, о наших ветеранах, о нашей молодежи, о тех настроениях, которые есть в наших населенных пунктах, возле избирательных участков в нашем городе. Но удивляет и приятно, человек принимает те показатели, которые дают наши районы, например, на сегодняшний день, на 8 часов, более 70% избирателей Оленевского района проголосовали. 60% рубеж перешагли такие районы, как Анабарский, Верхневилюйский. 50% перешагнули у нас Горный, Татинский, Вено-Батамтайский, Сумтарский, Абыйский районы. С этой точки зрения вот этот показатель, доказательство активности наших избирателей. Спасибо вам большое. У нас к этому часу вся информация. Я передаю слово студии. Сергей. Мария, спасибо. Ну что ж, судя по цифрам, треть якутян уже проголосовали. Надеемся, что завтра жители республики активнее отнесутся к выборам. Но в скором времени мы вернемся и подведем итоги недели. Оставайтесь с нами.